Здравствуйте, уважаемые львы! Сегодня мы посмотрим таро-прогноз для вашего знака на период июнь месяц 2020 года. Напоминаю, что этот прогноз общий. Итак, работать будем на трех колодах. Первая нам покажет главное основное событие этого месяца. На второй мы просмотрим личную жизнь. И третья нам покажет работу и финансы, что там у нас. Итак, начинаем. Главное событие для львов в июне месяце 2020 года. Личная жизнь. Здесь у нас будет три позиции. Для тех, кто в данный период одинок. Для тех, кто находится в браке. И для людей, которые находятся в паре, но не в официальном браке. Работа. Здесь тоже мы будем смотреть по трем позициям. У вас много, у всех разные ситуации, и лучше посмотреть отдельно все. Итак, львы, июнь месяц, работа. Для тех, кто ее ищет. Для тех, кто работает, что там происходит. И для тех, у кого свой бизнес. Последняя позиция – финансы. Итак, открываем. Что же нам карты говорят о главном событии июня месяца? Карты показывают, что у вас будет период выздоровления. Возможно, кто-то из вас действительно был болен. Для кого-то, может, это были тяжелые отношения, сложные, где у вас была, скажем так, сердечная травма. Период выздоровления у вас проходит. И рядом с вами находится человек, который всячески старается вас поддержать, утешить, помочь чем-то, где-то советом, где-то каким-то действием. Но вот знаете, в чем вся загвоздка? Что этот человек делает это неискренне. Такой хамелеончик рядом с вами, который старается создать впечатление вашего лучшего друга, подруги, приятельницы. А на самом деле, так знаете, злорадствует вашим всем неприятностям, вашим проблемам. У кого-то это может проиграться даже как рабочая ситуация. Где-то на работе какие-то жесткие проблемы, где-то вас в чем-то, может быть, даже обвинили, объявили выговор. Ну, любая, знаете, такая ситуация, которая причинила вам боль, душевную, скажем. И там найдется такой человек, который будет стараться якобы вам помочь, утешить, но это будет все неискренне. Присмотритесь, и знаете, карты вам как бы показывают, что, возможно, не нужно доверяться уж слишком людям и открыто рассказывать о своих проблемах, о своих каких-то неудачах, чтобы все-таки кто-то не злорадствовал вам. Но еще здесь карты говорят, что в будущем это произойдет не скоро и не сразу, но вы все-таки будете знать, узнаете каким-то образом, что этот человек действительно был неискренен. Знаете, такой вот хамелеончик. Есть шанс узнать вам, кто это на самом деле. Не сразу, но все равно вы об этом узнаете. Следующую позицию смотрим – личная жизнь. Так, те, кто в данный период одинок. У вас сейчас такое время, когда вы занимаетесь сами собой, уединились. Возможно, кто-то занимается обучением, готовится, может быть, к поступлению или работу ищете, повышаете квалификацию. Как бы то ни было,
Обучение, не обучение, может быть, кто-то о сакральном задумался. Ну, здесь вам скучно. Скучно, хотя приходится вот заниматься каким-то мыслительным процессом, и вам хочется все послать к черту и что-то куда-то уйти, что-то делать, быть более активным, но приходится вот сидеть и самим собой заниматься, развиваться, хотя вам это не составляет уж такого большого удовольствия. Ну что ж, время такое, когда это нужно делать. Так, следующую позицию смотрим для людей, которые находятся в браке. Солнце и 5 мечей. Ну, здесь как бы карты показывают, что из вас кто-то затеял где-то за спиной у половинки своей какую-то интрижку. И карты здесь показывают, что ваша интрижка выйдет наружу. Как бы вы ни старались или как бы ваш партнер не старался это скрыть, это все проявится и все станет известно. Так, еще как вариант, какие-то сплетни, недомолвки у вас там возле вашей пары, возле вашей семьи. И карты показывают, что вам бы лучше, знаете, вот сесть так дома по-домашнему, спокойно побеседовать и выяснить, может быть, какие-то недоразумения, какие-то недоговорки, прояснить ситуацию. Если это вот второй вариант, у вас все шансы все мирно и благополучно оговорить и прийти к какому-то, знаете, такому душевному спокойствию. Когда есть какие-то недомолвки, лучше их озвучить, знаете, поговорить, сесть, все точки надо и расставить, и все недопонимания оговорить и прийти, вот, знаете, к такому открытому диалогу, чтобы все высказать друг другу, послушать друг друга и этим решить какие-то проблемы, которые, может быть, не столь значимы, как вы думаете. Ну что ж, теперь последняя позиция для тех, кто находится в паре, но не в официальном браке. Ну, карты показывают, что вы вкладываетесь в отношения, стараетесь их поддерживать, как-то зажечь партнера своего. Но он что-то, знаете, вот пригорюнился, призадумался, что-то ему тут, какие-то сложности происходят. Может быть, ему нужно какое-то время побыть одному? Возможно, у него идет тоже какой-то подготовительный процесс, он к чему-то готовится. Может быть, это связано с учебой, с работой, ну, то, что его отвлекает от вас. Поэтому посмотрите, поговорите, может быть, ему нужно дать время, чтобы он побыл какой-то период один. Не давить, не наседать на него, ты меня не любишь, ты меня не уважаешь, а просто вот поговорить и узнать причину, почему человек хочет побыть в данный момент один. Он не хочет уйти, просто ему, возможно, нужно время решить что-то сделать, а для этого нужно побыть одному. Ну что ж, теперь будем смотреть работу. Работа для людей, которые ее ищут. Но здесь карты очень хорошие. Солнце и восьмерка кубки. Знаете, такая вот ситуация, что вы в какой-то очень короткий период времени найдете работу. Как бы ни сложилось, то ли вы ее искали, то ли вам ее предложат, но шанс получить работу у вас очень большой. Возможно, это у кого-то будет как перевод куда-то, неожиданный перевод на другое место работы. И такое может быть. Но в любом случае у вас перспектива получить работу. А кто-то из вас, возможно, придет к такому выводу, что нужно заниматься чем-то своим, открыть какое-то свое дело. Здесь тоже как вариант. Знаете, вот так неожиданно раз, и у вас пришла идея, а давай-ка я начну работать на себя, чуть должен на кого-то. Но еще, знаете, карты советуют, нужно еще все взвесить хорошенечко, если вы приняли такую позицию, что нужно работать на себя. Не хвататься так, знаете, сломя голову, вот сейчас я это сделаю, а все просчитать, взвесить все за и против и готовиться к тому, что вы будете начинать работать на себя. Так, следующий вариант для тех, кто работает, у кого есть работа в данный период. Ну, карты показывают, что на работе у вас, знаете, такой вот коллектив, который любит посплетничать, поперемывать косточки кому-то, и вам это не нравится. Вам не нравится сама атмосфера, сама обстановка в коллективе. Хотя на первый взгляд кажется все очень даже хорошо, прекрасно.
Все такие довольные, хорошая работа, хорошая оплата. Но вот сама атмосфера вас не устраивает. Вы себя чувствуете здесь посторонним, чужим. В какой-то момент вы очень даже вливаетесь в коллектив, и все прекрасно. Знаете, вот такие двоякие ощущения. То вам хорошо, то вам от всего этого тошнит. Ну вот здесь нужно как-то найти какой-то баланс. Возможно, не нужно так зацикливаться на то, что кто-то чего-то там болтает языками, сплетничает. Ну, это издержки каждого коллектива, пожалуй. Ну, вот такая ситуация у вас на работе. Все ровно, спокойно. Единственное, вот эмоциональный фон вам не всегда для вас такой вот комфортный. Еще как вариант вам руководство может предложить повышение, но вы этого почему-то боитесь. Боитесь, возможно, возглавить коллектив, боитесь не справиться с этим. И здесь карты советуют, что, знаете, не так все страшно, нужно, может быть, вам чему-то подучиться, какого-то опыта набраться, может быть, совет спрашивать у руководства. Но в любом случае, если будете бояться, двигаться вперед вы не будете. Так что смотрите, или сидим на месте комфортно и благополучно, или развиваемся, преодолевая все свои страхи. Ну, вот как бы такая была позиция. Следующую смотрим для тех, у кого свой бизнес. Но здесь, скорее всего, смотрят нас женщины. Женщины деятельные такие, решительные, с чувством справедливости. Ну, руководитель, женщина-руководитель, девушка-руководитель, кто угодно. Сейчас девчонки такие молодые и такие умницы, что справятся с любой должностью, и тем более со своим бизнесом. Здесь вам придется решать какие-то вопросы, возможно, судебные, возможно, это какие-то проверки у вас были, и нужно будет действовать, знаете, не руководствуясь эмоциями своими «я права, не права». Знаете, вот здесь нужно вам определиться чисто с юридической точки зрения. Если вы чувствуете юридически, что вы правы, вы сможете разрешить благополучно свою проблему. Если вы подадитесь к каким-то эмоциям, что я вот хочу так, это должно быть так, в общем, скажем, не по закону, а по справедливости. Вот здесь вам придется туговато. Но карты показывают, что у вас перед вами будет выбор, как вам действовать. Придется определяться. Все-таки советуют принять решение, то, где вы будете юридически правы, поддержаны законом. И тогда все шансы решить ваше дело полюбовно. Еще как вариант, у вас все благополучно в бизнесе, у вас все получается, у вас отличный коллектив, который вы создали, который работает с вами, и вы довольны и наслаждаетесь своим трудом, своим бизнесом, то, как он работает и с кем вы работаете. Ну, скажем, в любом случае, для тех, кто работает на себя, очень хорошие позиции. Так, следующее, последний вопрос у нас финансы. Давайте отодвинем это в стороночку. Верховный жрец, рыцарь жезлов и паж пентаклей. Ну, карты нам не показывают такого денежного дождя. Напротив, говорят о том, что вам придется многому учиться, делать какие-то выводы, решать, как поступить в какой-то ситуации. И учиться чему-то еще. И если вы предприняли какие-то шаги для своего саморазвития, для развития своего бизнеса, возможно, кто-то будет работать на удаленке, здесь приходится пока что вкладываться ментально в себя, обучаться, обзаводиться опытом, какими-то знаниями, которые в будущем будут приносить вам доход. Но пока приходится только вкладываться и рассчитывать вот именно сейчас только на себя. Какой-то помощи со стороны вам в данный период в июне оказано не будет. Зато карты показывают, что у вас прекрасный потенциал вкладывать в себя, чтобы потом получить дивиденды. Ну что ж, таким был прогноз для знаков Лев на июнь месяц 2020 года.
Благодарю за просмотр и всего доброго. До встречи!